بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا لمن خلق الإنسان وعلمه البيان فاتر السماوات والأرض أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Хвала Аллаху, Господу миров, который создал нас, сотворил нас и сделал людьми из людей, мусульманами из мусульман, читающими намаз, приходящими в мечеть. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду и его семейству, сподвижникам, а также тем, кто следует за ним до судного дня. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аста'уду билля, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا». Нет на земле ни одного живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием, мирским уделом и риском. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Всевышний Аллах знает пребывание каждого человека, местонахождение каждого человека, где он будет жить и где и когда он умрет. وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهَا. И он знает человек, когда и где будет прощаться с жизнью. كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Все это написано в ясном Писании. То есть Всевышний Аллах все предписал для нас. Он все обо всем знает. Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал пропитанием. Аллах обязался обеспечивать пропитанием и мирским уделом всех нас. Хоть бы обитающие на поверхности земли или будто люди, либо животные на суше или в воде, всех Аллах обеспечивает пропитанием и риском. Бедность и богатство, смерть и жизнь, счастье, несчастье – это в руках Аллаха. Хуаллази халякакум сумма разакакум. Всевышний Аллах в Коране говорит: Хуаллази халякакум. Он тот, который создал вас. Сумма и затем сразу разякакум дал вам риск, дал вам пропитание, говорит Всевышний Аллах. То есть это что обозначает? Если Аллах тебя создал, значит Он будет обеспечивать тебя мирским уделом. Он тебе дает риск. Ты был создан, значит это доказательство того, что Аллах тебя будет обеспечивать непременно. Никакой человек с этой жизни, никакой человек из этого мира, не получив свой риск, свое пропитание, он никогда не уйдет из этого мира. Быть подкаблучником, быть подхалином кому-то, или хвалить кого-то, или кому-то говорить правду в лицо, это не сократит твою жизнь. Все и все в руках Аллаха. Если Аллах с тобой, кто навредит тебе? Если Аллах против тебя, кто поможет тебе и спасет тебя, и поможет тебе, если Аллах против тебя? Если ты опираешься на то, что исчезнет, значит твоя опора мертвая. Если ты опираешься на того, кто умрет, значит твоя опора это ненадежная, мертвая. Всевышний Аллах говорит в хадисе Кудси: «Ибни Адам алейка фаридатун». О сын Адама, у тебя передо мной обязанности, говорит. У тебя передо мной обязанности. «Валяка алейя ризк». И моя обязанность, говорит Всевышний Аллах, моя обязанность давать тебе ризк, обеспечивать тебя мирским уделом, пропитанием. Если ты будешь против меня в обязанностях, которые я тебя обязал, «Валям ухалифка», я не буду против тебя. То есть, если даже ты не будешь свои обязанности передо мной делать, исполнять свои обязанности, Всевышний Аллах говорит: я буду исполнять свою обязанность, говорит. То есть, если даже ты не будешь читать намаз, не будешь давать садака, ничего не будешь, если даже ты неверующим даже будешь станешь,
Всевышний Аллах говорит: «Лям ухалифка», я не буду против тебя, я буду обеспечивать тебя. Мы видим это. Люди, которые вообще даже Бога не знают, атеистов даже Всевышний Аллах обеспечивает, всех обеспечивает. Вот Он обещает: если даже против меня ты будешь, я буду обеспечивать тебя. «Ва иззати ва джаляли», клянусь своим могуществом и величием. «Ин лям тарда бима кассамту лак», если ты, говорит, если ты не будешь доволен тем, что я уделяю тебе, если ты не будешь доволен тем, что я уделяю тебе, «Фаля усаллитанна алейка дунья». Обратите внимание на эти слова. «Фаля усаллитанна алейка дунья». Я буду давать власть богатству над тобой, говорит Всевышний Аллах. Я буду давать власть богатству над тобой. «Таркуду фиха ракталь вухуш фил бария». И ты будешь ходить как хищник в пустыне, говорит Всевышний Аллах. Как хищник ты будешь ходить в пустыне. Как хищник же ищет свою добычу в пустыне. Вот так и ты будешь ходить в пустыне, говорит Всевышний Аллах. К несчастью, многие из нас стали хищниками сегодня. Если мы не зарабатываем, тогда мы переживаем. Если мы не находим денег, тогда у нас в сердце появляется печаль. Мы огорчаемся за то, что мы не находим, не зарабатываем. А мы не огорчаем на то, что не читаем намаз, все пропускаем, все хорошие дела, благие дела, не занимаемся благотворительностью, на это мы не печалимся. Но мы печалимся на то, что не зарабатываем, а когда нет богатства, вот за это мы огорчаемся. Всевышний Аллах говорит: «Валяу анна ахлал кура аману ваттакау, лафатахна алейхим баракатим минас сама». Если бы, говорит Всевышний, если бы ахлал кура, люди, население, народ ахлал кура, вселенной, всего мира, народ всего мира уверовал бы, ваттакау, и стали бы богобоязненными, лафатахна алейхим баракатим минас самаи вал ард, и мы открыли бы, говорит, открыли бы благодать с неба и земли, с неба и земли. Валякин каззабу, но люди каззабу, опровергли пророков, религию и веру. Поэтому фаахаднахум бима кану яксибун, и мы наказали их за то, что они делали, за то, что они делают, говорит. Сегодня мы переживаем, дождя нет, у нас рыска нет, все, цены поднимаются, за это переживаем. Но Всевышний Аллах говорит: если даже ты с утра до вечера будешь работать, но не исполняя свои обязанности, у тебя бараката не будет. А если даже ты мало будешь работать, но у тебя будет обязанности исполнены, тогда у тебя будет баракат. Хадису Кудси. Всевышний Аллах опять в хадисе Кудси говорит: «Абди халакту лака самавати вал ард». О мой раб, халакту лака самавати вал ард. Я для тебя создал небеса и землю. Валам а'i би халкихинна. Я при их создании не был слабым. То есть это мне не было трудно. Создание небеса и земли, говорит. Для меня они не создавали трудность. Афаю'ини рагифун асуқуху лака кулля яум. И мне создает трудность хлеб, которую я тебе каждый день даю, говорит Всевышний Аллах. Ты сам думай, говорит Всевышний Аллах. Я создал небеса и землю, хлеб, лепешку, которую я каждый день тебе даю, это разве мне это создает трудность, говорит? Ты за это переживаешь, говорит Всевышний Аллах. Ли алейка фаридотун. У тебя есть обязанности передо мной. У тебя есть обязанности передо мной. Валяка алейя риск. И моя обязанность это давать тебе риск, удел, пропитание, говорит Всевышний Аллах. Фаиза халлафтани фи фаридати. Если ты будешь против в обязанностях, которые я тебе обязал, лям ухалифка, я не буду против тебя. Если даже ты не будешь читать намаз, если даже ты не будешь выполнять мои приказы, я буду тебе давать. Я все иззати ва джаляли.
я клянусь своим могуществом и величием, если ты не будешь доволен тем, что я уделяю тебе, я дам власть богатству над тобой, и ты будешь ходить как хищник в пустыне, говорит. Продолжение. Ты не находишь ничего больше, кроме я тебе предписал, говорит Всевышний Аллах. Ля яналюка, до тебе не дойдет, говорит, кроме того, я предписал. С утра до вечера, хоть ты 24 часов работай, ты будешь получать то, что Аллах тебе предписал. Ля яналюка минха илля ма кассамту лак, валя уба, ва кунта инди мазмуман. Если ты, не исполняя свои обязанности, будешь искать богатство, не читая Коран, не читая намаз, ничего не делая, будешь ходить искать богатство все время, говорит Всевышний. Вакунта инди мазмуман. Ты передо мной будешь униженным, говорит. Ты передо мной будешь терять свой авторитет, говорит Всевышний Аллах. То есть Он тебе дает. Аллах дает тебе, но ты перед Аллахом свой авторитет теряешь. Анта турид ва ана урид. Ты хочешь, я хочу, говорит Всевышний Аллах. Анта турид ва ана урид. Ты хочешь, и я хочу. Фаиза салламта ли фима урид. Если ты будешь доверен мне в том, что я хочу, если ты будешь доверен мне в том, что я хочу, кафайтука, я тебе хватаю, говорит Всевышний Аллах. Я тебе хватаю. Ма турид, я тебе хватаю в том, что ты хочешь. То есть, если ты вама ташауна илля яша Аллах, вы не пожелаете, пока Всевышний Аллах не пожелает, говорит. То есть, наше пожелание, вот это наше желание, внутри желания Всевышнего Аллаха должно быть. Вот тогда, когда ты сначала исполняешь желание Всевышнего Аллаха, а потом твое желание исполнится. Вот Всевышний Аллах так говорит. Если ты не будешь доверен мне, если ты мне не доверяешь в моем пожелании, говорит, в том, что я хочу, я буду утруждать тебя, говорит. Я буду утруждать тебя фима турид в том, что ты хочешь. Только ты туда-сюда бегаешь, только туда-сюда будешь ходить, только что переживать будешь, и ничего, кроме этого, ничего ты не найдешь. Если ты все будешь искать, вабтагу мин фадлиллахи, говорит Всевышний Аллах, ищите у Аллаха, вы хорошие, вот можно богатство искать, но при этом не забывайте свои обязанности. Если ты не будешь доверен мне в том, что я хочу, говорит, атаабтука, я буду утруждать тебя, я буду утомлять тебя, фима турид, в том, что ты хочешь, только за своим желанием будешь ходить с утра до вечера. И теперь в конце что будет? В конце, в итоге что будет? В итоге будет только то, что я хочу, говорит Всевышний. Анта турид ва ана урид. Ты хочешь, и я хочу. Но в конце будет только то, что я хочу, говорит Всевышний. Ан Харис ибн Вахб сами'ту набия саллаллаху алейхи ва саллям якул: тасаддаку фа иннаху я'ти алейкум заманин ямши ар-раджулу би садака. Тасаддаку, давайте милостиню, давайте садака, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Достоверный хадис, раваху аль-Бухари, в хадисе Бухари, достоверный хадис. Фа иннаху я'ти алейкум заманун, поистине наступит вам время, когда ямшир роджулю бисадакатин, человек будет ходить своим закатом, своей милостинью, фаля яджуду ман яхбалуха, не найдет того, кто бы брал вот это, взял бы вот это садака и закат, говорит. То есть все станут богатыми. Всевышний Аллах всех обогатит. Вот, например, пример. В 2010 году у нас машин не было. Вот именно у нас в семье на машине было. Сейчас 2 машины. У всех, если даже мы говорим, что у нас кризис, да? Кризис, мы плачем каждый день, вот переживаем, говорим, у нас вот это нет, того нет, того нет. Но, когда мы сравниваем с предыдущими годами, у нас что? Больше. Альхамдулилля. У нас есть. Если даже цены дорогие, но у нас есть.
человек не найдет того, кто бы взял садаку, говорит, закат. Человек, которому дается садака, закат, он говорит, ты вчера пришел бы, я взял бы. У меня сегодня, говорит, нету нужды к твоему закату, говорит. Вот это время наступит. В другом хадисе, хадис достоверный, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, не наступит конец света, пока у вас не будет много богатств, говорит. У вас не приумножится, пока богатство не наступит конец света, говорит. И богатый человек будет переживать. Кому я могу давать вот закат, свой закат? На самом деле, сейчас некоторые люди есть, когда им садака даешь, они как бы себя считают униженным. И зачем ты мне даешь, говорят. Вот появляется, люди не берут, некоторые люди, но есть, берут, которые берут, есть, некоторые говорят. Ты что, меня считаешь бедным, что ли? Есть такие люди. Ты вчера пришел бы, я взял бы, говорит. И в другом хадисе, Муслим привел этот хадис. И наступит вам такое время, человек будет ходить своим закатом с золота. Никого не найдет, кто бы брал, говорит. И самый важный момент, обратите внимание. За одним мужчиной будут ходить 40 женщин. За одним мужчиной будут ходить 40 женщин. Ялюзна бихи. Вот слово ялюзна бихи, они будут искать бихи, его, мужчину. Мин киллати риджаль. Почему? Потому что мужчин очень мало. Ва касратин ниса, женщин много будет.